Мой доклад посвящен проблеме внедрения чеченского языка в компьютерные системы. В этом докладе даны сведения о проводимой работе отдела прикладной семиотики для сохранения и развития чеченского языка ввиду отсутствия математической лингвистической базы чеченского языка. Задача внедрения усложняется. В 2020 году вышла обновленная орфография чеченского языка, что повлекло за собой обновление всех баз данных, в том числе и усугубило обработку омографов во многих компьютерных приложениях. И сегодня, как никогда, нужна расширенная база текстов на чеченском языке для разработки новых компьютерных программ по обработке чеченского языка и распознаванию омографов. Наш отдел начинает работу по расширению текстовой базы банк текстов. В Академии наук реализуются разные научные проекты по изучению религиозных, национальных аспектов и внедрения инноваций в повседневную деятельность государственных деятелей и учебных заведений нашей республики с целью сохранения и развития чеченского языка. Сотрудниками в срочном порядке был подготовлен электронный словарь на основе русско-чеченского словаря Карасаева-Мацеева. Также запущена работа по внедрению чеченского языка в систему проверки орфографии и синтеза речи. Ввиду отсутствия математической лингвистической базы чеченского языка задача усложнилась. Для этого мы начали собирать базы текстов, изначально на 1,5 миллиона слов, состоящие из текстов из статей журналов, научных работ и сегодня банк текста — это так называемое тело чеченского языка, однако, в отличие от привычных для нас сборников текстов, библиотек, организованных для удобства чтения, в этом банке текста подготавливаются тексты таким образом, чтобы их было удобнее изучать. Сегодня собранный банк текста насчитывает около 10 миллионов слов и используется как инструмент для разработки и настройки автоматической системы. Распознавание омографов, распознавание речи, именно компьютерными технологиями, информационный поиск чеченских слов и предложений, и обучение языку, именно на этой базе основываться будет, и в лексикографических целях. Благодаря этой работе система синтеза речи обучается и может правильно читать и распознавать омографы. Говоря простым языком, мы закидываем текст в определенную программу, и эта программа уже читает этот текст на чеченском языке на данный момент. И вот именно ситуация с омографами, она усугубила положение, потому что компьютер не мог определить, как нужно читать. Например, «дала» или «дала». Это именно ударение не прописано, потому что в омографе, в зависимости от структуры предложения, можно только определить в чеченском языке, как поставить именно вот эту долготу. То есть вот именно вот этот момент мы старались откорректировать, и для просто одного этого момента, да, именно проработки вот этих омографов, нам пришлось теперь обрабатывать 10 миллионов слов из предложений, чтобы вот этот маленький момент, который, в принципе, не так много людей заметит, эту ситуацию, которую мы исправляем. Но ради этого нам около года придется работать и обрабатывать эти омографы, чтобы компьютер мог понимать, где какой омограф и как его нужно читать. К примеру, чтобы понять, бажа это или бажа, да, это дк, синтез речи, достаточно проверить эти омографы по базе данных, которые мы уже собрали. Чтобы распознать этот омограф, нужны были базы текстов, содержащие все эти омографы и различные контексты пройти обучение программы. Необходимость такого объема банка текста обусловлена требованием современных технологий, основанных машинным обучением на нейронных сетях. И большинство технологий используют этот метод для этих систем. Так называемый Big Data – это большие данные, состоящие из многочисленных баз данных. Сегодня банк текстов представляет собой тексты, взятые из наших газет, изданных на чеченском языке, журналов, книг, опубликованных и научных статей. Теперь он используется для дальнейшего исследования в области прикладной семиотики, компьютерной лингвистики и для устранения амонимии, систем машинного перевода, автоматизированных систем и для синтеза распознавания речи. Непосредственно, если говорить о работе со словарем омографов, для ввода полного словаря омографов чеченского языка необходимо разделить словарь на части в соответствии с критериями требований системы. Для полной обработки внесения компьютерной лингвистики чеченского языка необходима обработка естественного языка, Natural Language Processing. Для этого нужно было пройти уровни обработки анализа текста. Значит, создать, в первую очередь, создать банк текстов. Второй, создать список омографов. Оказалось, их около 1000 и более. Мы их взяли из 10-томников орфографии чеченского языка, недавно изданного, и около 1000 и более, даже мы не стали вдаваться в подробности, этих омографов у нас все эти нужно омографы обработать и собрать предложения к этим омографам.
Дальше идет классификация предложений и индексификация тегов. В каждом предложении соответствующий тег нужно вручную прописать и объяснить системе, что, как нужно читать. И, соответственно, дополнительно нам нужно несколько проблем. Именно проблема введения новой орфографии, проблема омографии чтения и компьютерными системами, и непосредственно необходимость уже создания приложений по проверке орфографии и пунктуации на чеченском языке. Завершите свой доклад, кто нас беспокоит. Fond bolduqa, az еще цугена, совокати болда коша. Салабус, анагали, салаби, хинс бяш болбога, орфография, хуйти миссия болда. Потому что шеда гёба безер, болда. Да. Пидяш покош. На данный момент ведется работа по разбивке словаря омогов чеченского языка в соответствии с требованиями программы синтеза речи и проверка орфографии. Создано уже приложение ЙОЗа, которое переводит орфографию на новую, уже есть это приложение. С соответствием нормами и неизбежными орфографическими вариациями. Есть программа проверки орфографии, да, Абдулкадыров уже ее тестировал, просмотрел. И намечается создание программы перевода текста на чеченский язык соответственно. Варкал Мадина, очень интересно. У меня, правда, один такой риторический вопрос. Вот это направление ваше способствует ли развитию чеченского языка? Непосредственно, потому что мы сегодняшней технологии, да, весь язык, который находится именно в информационном потоке, который у нас во всех программах, если он там находится, тогда этот язык живой, потому что непосредственно любая обработка информации ведется онлайн.